Через тернии к звездам. Пожалуй, это выражение и характеризует Гульмиру Казакунову, которая в 19 лет стала инвалидом. Тогда она осталась один на один со своей проблемой. 6 лет депрессии, безысходность и нежелание принять себя. Все это женщине пришлось пережить практически одной. Но несмотря ни на что, Гульмира добилась успехов и признания. Я была студенткой второго курса мединститута, когда я получила инвалидность. И после происшествия нескольких, 2-3 лет после моего восстановления, когда я уже начала ходить с палочкой, я должна была восстановиться в институте. И чтобы восстановиться в институте, я должна была доказать о том, что я нормальная, что у меня нет умственных ограничений и после инвалидности, и что я могу продолжить обучение. И меня заставили просто принести справку для восстановления в университете, что я могу обучаться. Гульмире Казакуновой пришлось доказывать всем, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть полезными обществу и государству в целом. Сегодня она возглавляет общественное объединение равенства, которое помогает людям с инвалидностью и защищает их права. Практически всем людям с ограниченными возможностями здоровья крайне сложно устроиться на работу, получить образование. Стереотипы в обществе мешают им реализовать себя. Эти стереотипы, они у нас воспроизводятся в законах, в информационном поле, и в целом они приносят к повсеместной дискриминации людей с инвалидностью. По нашим данным, подверженность стереотипному мышлению, она мало зависит от уровня образования, сферы занятости и уровня благосостояния респондентов, которых мы опрашивали. В целом это говорит о том, что традиционно считается, чем человек более образованный, тем он более толерантный, должен быть к разным группам людей. Но наше исследование показывает, что именно в отношении людей с инвалидностью этот принцип не работает. Сегодня были обнародованы результаты исследования выявления негативных стереотипов в отношении инвалидов и сельских женщин. В Кыргызстане среди людей с инвалидностью лишь 28% считаются экономически активными. Из них трудоустроены только 20%. Результаты исследования также говорят о том, что к мужчинам с инвалидностью относятся совершенно по-другому, в отличие от женщин. Это еще раз подтвердило, что женщины с инвалидностью подвергаются двойной дискриминации. Так, почти, по-моему, 15% респондентов ответили, что женщине с инвалидностью нужно запретить рожать. И вообще люди с инвалидностью в нашем обществе, к сожалению, воспринимаются как серая масса, без пола, без возраста. И многие люди просто боятся к ним обращаться только потому, что не знают, как с ними общаться, как с ними коммуницировать. Поэтому я думаю, что очень важно такую информационную кампанию проводить как среди населения, так и среди тех, кто получает услуги, и тех, кто предоставляет эти услуги. Закон о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью не работает. Брать на работу инвалидов просто не хотят. Международные организации предлагают вести совместную работу с государством, а также обучать средства массовой информации, освещать проблемы инвалидов. Также был поднят вопрос о необходимости ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Организации по защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья надеются, что это, наконец, произойдет в течение 2 лет. Гульнур Абдыканова, Нурдан Бакытулу, Пирамида.